Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. На что мужчина наконец-таки решится в ближайшее время? В ближайшее время я буду смотреть месяц. Вы можете загадать свой срок, но не загадывайте прям слишком близко. То есть 1, 2, 3, 5 дней загадывать не надо. Чуть-чуть вот дать ему время. Настраивайтесь, пожалуйста, подумайте о своем мужчине. Представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, на что же ты наконец-таки решишься в ближайшее время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Так, девчонки. Сложный какой-то персонаж пришел, честно, прям очень сложный. Планов у него очень много, сразу скажу. Тут просто какое-то невероятное количество планов, причем многие какие-то противоречивые. Может быть, кстати, несколько мужчин пришло, но такое, знаете, вообще стыковок практически нету. Это то, что касается планов. А вот решение тут достаточно серьезное. В решении выходите вы. Видите, вы в решении выходите. То есть это означает, что у него будет несколько вариантов, несколько каких-то запасных ходов, и он будет ориентироваться на ситуацию, на вас, вернее, да, как вы себя поведете, либо как вы себя проявите, что сделаете, что скажете. Здесь очень аккуратный человек, очень. Знаете, он будет закидывать не одну удочку, и даже, может быть, там, не 10, гораздо больше. У него, как бы, знаете, на каждое ваше слово уже заготовлено какой-то сценарий, да, в зависимости от слова, от реакции он будет разыгрывать ту или иную сцену. Смотрите, девчонки, если вы поругались, если вы поссорились, либо отношения какие-то достаточно вялотекущие, а может быть, вы вообще сейчас в паузе находитесь, то мужчина однозначно решил это все прервать. То есть он хотел бы развиваться, он хотел бы динамики, он бы хотел примирения, восстановления. Ему очень скучно и одиноко без вас. Он понимает, что да, он должен что-то делать в направлении вас. Но с другой стороны, вы должны понимать, что мужчине страшно. Да, ему страшно. Хоть мужчина и сильный пол, но на самом деле ему страшно. Страшно от того, готов ли он, потянет ли он. Да и вообще, да, жизнь, она ведь такая сложная, непредсказуемая. Его очень волнует материальный вопрос. Материальное, все, что связано там с денежкой, с ее там зарабатыванием, накоплением, с какими-то сложными покупками. Почему-то у мужчины такое впечатление, если вот вы встречаетесь, просто встречаетесь, что нужно сразу иметь какую-то огромную сумму, чтобы там купить квартиру, вам машину подарить, там, не знаю, там обставить дом, плюс там на одежду, там на косметологов, на визажистов и прочее. У него там в голове там на несколько миллионов счет выплывает. И как только он выплывает, мужчину вашего Кондратий хватает, да, вот прям судороги по телу идут, настолько ему не потянуть, да, например, эту сумму сейчас. Не готов он с ней расстаться. Нет такой возможности. Вот. Это то, что касается его страхов. Еще есть страх быть отвергнутым. То есть я сейчас для нее тут все сделаю, уложусь, кучу денег потрачу, а она потом мне скажет, иди своей дорогой, да, у меня там есть более перспективный мужчинка, я туда лучше пойду. Почему-то у него прям, знаете, вот я уже говорила, да, цикл на деньги идет, на материальное, на деньги. Плюс, возможно, вы знаете, возможно, не знаете, но у него какая-то женщина его за подол дергает. То есть какой-то женщине он что-то обязан, должен, либо считает себя обязанным, либо должен. Может быть, эта женщина считает, что он ей обязан и должен. Это может быть какая-то бывшая, это может быть настоящая, а может быть просто мамочка его, понимаете? И там достаточно какие-то вот именно материальные какие-то, да, разговоры, и
само общение, сама коммуникация и темы там, да, они все вот о материальном, о деньгах. То есть, скорее всего, он является еще чьим-то спонсором. Спонсирует, содержит, я не знаю, там, помогает, что он там делает, но где-то деньги уходят какой-то женщине. Я думаю, вы все знаете, да, какая женщина и кто с него что может дергать. Может быть, даже это просто его там бизнес-партнер. То есть как бы с кем-то он должен все равно по деньгам договариваться. Вот это тоже его волнует. И вот эти разговоры с этой женщиной о деньгах, о жизни, ну, его накрутили, да, на вот эту материальную тему. То есть у него сейчас вот просто все зациклено на деньгах. Так, еще у кого-то, девочки, отыграется, что мужчина вам после какого-то случая перестал доверять, либо начал сомневаться в вашей честности. Но тут больше, знаете, как бы ревность идет, ревность. Может быть, вы какую-то фоточку опубликовали, где есть незнакомый мужчина. Может быть, он вас видел, вы с кем-то общались. Может быть, кто-то ему на вас там наговорил, что у вас кто-то еще там помимо него есть. Значит, у него такая цепная реакция в мозгу пошла, да, что у него вот как-то, ну, пазл, да, он там собирал из остатков или кусочков информации и что-то собрал не то. Запутался, сам себя запутал, не понимает, как на это все реагирует, стоит ли там прийти к вам с допросом, либо посмотреть на ситуацию. В общем, такое. У кого-то отыграется, что мужчина следить начал. Причем следит достаточно, так, знаете, из-под тишка. Он может просто ездить на машине за вами, может просто там где-нибудь, да, в толпе прятаться, за вами ходить и смотреть, куда вы идете, с кем вы общаетесь. Потом он, например, вас спрашивает: а где ты была, что ты делала? Да, и вот проверяет, насколько вы честно ему отвечаете. Если вы с этим мужчиной вместе и вы проживаете вместе, то будьте готовы, что он 100% уже там вдоль и поперек изучил ваш смартфон, да, может быть, ваши какие-то гаджеты. То есть ковыряется постоянно. Вот, это есть тоже. Ему бы очень хотелось, чтобы вы, ну, как бы полностью ему доверились, да, там, пароли, явки, да, чтобы все ему там докладывали и рассказывали. И вот он сидит, бедняжечка, голову ломает, как бы мне ее на это уговорить. Ну, так, чтобы я не уговаривал, а вот чтобы она сама, да, вот она сама бы мне все отдала. Значит, девочки, ни в коем случае этого не делайте, это неправильно, так не должно быть. Даже если вы прям любите, души в нем не чаете, это все равно, знаете, это путь в никуда, шаг в никуда. Если вы начинаете мужчине вот так всю наизнаночку себя выворачивать, то а дальше что он потребует, понимаете? Нельзя быть покорным в отношениях, нельзя свою жизнь посвящать кому-то. Жизнь одна, и нужно ее прожить так, чтобы быть счастливым человеком. Для этого нас Создатель впустил в этот мир. Счастье, девочки, надо искать, а не вот преклоняться перед мужчиной, да, и все ему там прям про себя рассказывать. Кстати, да, вот знаете, такое выражение: в женщине должна быть загадка. Вот чем больше у вас загадок, чем больше вот он сидит, он же, понимаете, от всякой хрени отвлекается, простите за слово. То есть ему там не хочется там ни с друзьями, ни на рыбалку, ни пиваса, а наоборот хочется там за вами последить, и вы будоражите его фантазию, где вы там, с кем вы там, чем вы занимаетесь. Вот этот момент. Так, девочки, кто-то дождется предложения. Мужчина будет предлагать, но я не вижу, что это будет прям кольцо, но вижу, что он будет что-то предлагать. Может быть, у вас будет просто разговор о браке, да, что вот давай там обсудим наше будущее, вот как ты видишь, где мы будем, что мы будем праздновать, не праздновать, гости, там, музыка, что хочешь, да, как ты вот прям представляешь нашу свадьбу. У кого-то отыграется, что мужчина наконец-таки сделает решительный шаг, вот скажет: давай будем встречаться, давай узнаем друг друга получше, тогда у вас прям романтик пойдет, вот конфетно-букетный период. Вот. А кто-то, наоборот, съедется, понимаете, съедется, и причем, я так понимаю, что тут половина съедется, вернее, переедет на мужскую территорию, а половина будут совместно как-то вот себе дом искать, подыскивать. Значит, кто будет подыскивать себе жилплощадь? Девчонки, ну, я все понимаю, что вам хочется вдвоем, я понимаю, что вам хочется, чтобы мужчина принимал участие, но в этом случае лучше не надо. Не надо. Если мужчина говорит: давай съедемся, скажите: хорошо, милый, я все сделаю. Возьмите на себя поиск жилья.
Вот так выбирайте то, что нравится вам. Что вот нравится вам, что подходит вам, там и выбирайте. Я думаю, что он согласится, ну, по крайней мере, я это вижу. Вот. А если вы начнете его привлекать, ну, девчонки, может быть, он не очень хорошо в этом понимает, может быть, у него там свои какие-то будут какие-то непонятные запросы, он будет пытаться там выпендриться перед вами. Лучше не надо. Вместе потом будете, я знаю, там мебель покупать, что там свой собственный дом обставлять, либо строить, может быть, даже, да. Сейчас не надо. Лучше не забивайте ему голову вот этой всей ерундой. Сделайте так, как хочется вам, как вам нравится, где вам нравится, да. Выбирайте себе место. Не для вас, а себе. Вот. Вот так вот правильно подходить. Так, еще, девочки, очень важный момент. Здесь у кого-то мужчина решил вернуться в отношения. Возможно, вы по каким-то причинам расставались. Тут могут быть даже какие-то разлучницы, разлучники. А мужчина решил вернуться, и мужчина решил обнулиться. Вот что прям с чистого листа, чтобы забыть, например, то, что он там накуролесил, либо то, что вы там где-то в другие отношения вошли. Так что прям да, как заново, да, как вновь на свет народились. Значит, будет вам предлагать, причем предлагать с каким-то... Значит, у него желание, вот в желаниях он идет с мыслью, что я там, если что, там на колени упаду, по полу покатаюсь, да, лишь бы она меня там пожалела и согласилась. Но когда будут разговоры, скорее всего, наоборот все пойдет, да, что он прям будет как с барского плеча, да, вам предлагать, типа, вот не зашел до тебя, давай-ка попробуем еще раз. Значит, девочки, не нервничайте, не психуйте, знаете, что у него просто стресс, он просто сильно перенервничал. Так, еще самое важное, что он решил. Ну, он решил, что вас не отпустит, что вас никому не отдаст. И если нужно там сражаться с целым миром, он это сделает. А еще мне очень нравится, у кого-то мужчина настолько прочувствовался вашей добротой, нежностью, и настолько сильно любовь захватила его сердце, что мужчина, вот у него мысль такая в голове есть, что вот если она попросит, я там без всякого, да, сожаления сразу же за нее там чуть ли не жизнь отдам, понимаете, девочки. И также может отыграться, что если у вас есть какие-то проблемы, долги, кредиты, мужчина решил, ну вот прям чем может, тем поможет, да, вплоть до того, что он пойдет там под последние трусишки заложит, да, возьмет на них кредит, чтобы вы смогли почувствовать себя свободно. Это просто герой. Герой, аплодирую стоя, потому что такие мужчины сейчас, ну, крайне редко встречаются, и каждый, знаете, вот превращается в потребителя, лишь бы мне, еще мне. А этот человек, он даже на это пойдет ради вас, своей любимой женщины. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.